В местах лишения свободы находятся разные люди, над изменением сознания которых трудятся начальники отрядов, психологи, специалисты и священнослужители. В храмах, расположенных при исправительных учреждениях, молельных комнатах, следственных изоляторов, представители церкви рассказывают осужденным и заключенным о том, как важно обрести веру и сохранить ее. К вере я пришла именно крепкой к такой душевной вере, наверное, в исправительном учреждении. Раньше было все как обычно. Пришла, свечку поставила, свечечница была такая обыкновенная. Пасха, думала, это праздник с пирогом и с яйцами, ничего больше. То есть моя душа не раскрывалась. Благодаря, наверное, тому, что я сюда попала, тому, что стала очень часто каждый день находиться в храме, я поняла, что такое Бог, что это есть любовь, и что это очень важно для меня. В учреждениях уголовно-исполнительной системы в преддверии недели межрелигиозного диалога проводится викторина на знание основ традиционных для России религий. По кабельному телевидению в каждом отряде транслируются видеоматериалы по духовно-нравственному просвещению, в ходе которых разъясняются осужденным основы традиционных для России религий и воспитывают толерантное отношение к представителям различных вероисповеданий. В настоящее время в учреждениях проводится конкурс православной иконописи осужденных «Канон», который проводится в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности не числом, а смирением. Осужденные выполняют свои работы в различных техниках: писанные, вырезанные из дерева, выжженные, украшенные бисером, обрамленные окладами. Конкурс проводится ежегодно Федеральной службой исполнения наказаний совместно с синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению. Традиционно выдвигаются 3 номинации: храмовая, аналойная и домашняя икона. При оценке созданных осужденными икон учитывается способ и техника их написания. Следует отметить, что под руководством священнослужителей в исправительных учреждениях налажена плодотворная духовная жизнь. И это существенно помогает решению главной задачи пенитенциарной системы – исправления осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.